Волна лжеминирования прокатилась по Коми. То и дело в городах и районах поднимали по тревоге экстренные службы. Как реагировать на сообщения телефонных террористов и откуда на самом деле угроза исходит, разбиралась Дарья Вологжанина. Волна ложных сообщений о минировании прокатилась по республике. Анонимки в различные учреждения поступают уже на протяжении нескольких недель. В Воркута 10 мая на электронную почту школы номер 23 и в местную гостиницу поступила информация о взрывных устройствах. Оперативные службы города эвакуировали учащихся школ и постояльцев гостиницы. Подозрительных предметов не обнаружили. 11 мая в Заполярье снова поступили угрозы о заложенной бомбе. Оперативники проверили 15 образовательных учреждений. Сообщение опять не подтвердилось. История повторилась и 12 мая. А это уже Сыктывкар. За последние 2 недели столичный аэропорт минировали несколько раз. Поступали и сообщения, и звонки. По всем фактам идет проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Придется оплатить работу всех экстренных служб, возместить все убытки и оплатить штраф до 2 миллионов рублей. А еще за сообщение о ложном минировании предусмотрено уголовное наказание – лишение свободы до 10 лет. Угроза о заложенной бомбе – огромный стресс как для детей, так и для взрослых. В суматохе эвакуации, которая обязательно в каждом случае, например, многие школьники не успевают забрать личные вещи, переобуться и надеть верхнюю одежду. Когда это происходит по несколько раз и полностью срывает не только учебный процесс у детей, но и рабочий у родителей, сложно не запаниковать. Особенно если это случается каждый день. Происходит стрессовое событие. У нас мозг так устроен, что он в доли секунды дает оценку этому событию, да, то есть опасно, не опасно. Как только мозг дал опасно, автоматически возникает реакция организма. То есть на стресс у нас идет испуг, напряжение, то есть идет эмоциональное реагирование, подключается тело. И как только эмоциональное реагирование возникло и тело отреагировало, у нас автоматически идет реагирование. Да? Но вот я это описываю медленно, а это происходит все в доли секунды. Оценка ума, восприятие ситуации, эмоциональное реагирование, реакция пошла в тело, и человек действует. Да? У кого-то это возникает такие хаотичные действия, он теряется, кто-то впадает в ступор, кто-то в этот момент может собраться с мыслями, с чувствами и действовать более собранно, более адекватно той ситуации, в которой он оказывается. Есть несколько версий происхождения ложных сообщений об акте терроризма. Например, за сообщениями и звонками могут стоять настоящие злоумышленники, возможно, даже из группировок, запрещенных в России. Много сообщений приходит из украинских адресов. С начала спецоперации их количество увеличилось в 5 раз. Лжетеррористов поймать непросто. Они умело пользуются шифрованием. Такие ложные сообщения направлены на то, чтобы дестабилизировать обстановку и отвлечь наше с вами внимание. Поэтому нужно быть всегда начеку. Как раз для этого спецслужбы проводят масштабные учения. Одни из таких прошли в столице Коми. Объединили они региональные подразделения УФСБ, МВД, УФСИН, Росгвардию и другие силовые структуры. По легенде учений, при обходе территории Института естественных наук Сыктывкарского госуниверситета охрана обнаружила пакет с предметом, похожим на взрывное устройство. На место прибыли экстренные службы и приняли первоочередные меры безопасности. Студентов и сотрудников СГУ эвакуировали, прилегающую территорию оцепили. Для обследования подозрительного предмета направили кинологов и взрывотехников Росгвардии. Внутри пакета оказалось самодельное взрывное устройство. С соблюдением мер безопасности бомбу обезвредили на месте. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность террориста и его местонахождение установлены. Оказывается, он наблюдал за операцией из салона машины на стоянке СГУ. Бойцы спецназа блокируют его авто и проводят задержание. В ходе учения отработаны действия всех силовых структур, методики организации и проведения контртеррористической операции. Руководитель оперативного штаба, начальник УФСБ России по Коми генерал-майор Владимир Щуровский признал цели и задачи учений достигнутыми и дал положительную оценку. Истории с печальным исходом, когда в качестве камуфляжа для взрывных устройств использовались обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, предметы, нахождение которых в общественном месте не вызывает подозрений, уже случались и не раз. Поэтому на такие бесхозные предметы обращать внимание нужно всегда.
Если вы заметили подозрительный предмет, первым делом нужно громко спросить у окружающих, есть ли среди них хозяин забытой вещи. Если нет, сразу принимать меры. Первым делом отойдите подальше, но на всякий случай держите подозрительный предмет в поле зрения. Вдруг кто-то из граждан захочет заглянуть внутрь или взять его. Вы должны этому воспрепятствовать. Самое главное, во всех ситуациях нужно действовать быстро, но без паники. В общественном транспорте о подозрительной находке нужно сообщить водителю. При обнаружении бесхозного предмета на улице или в здании звоните по телефонам экстренных служб. Необходимо быть внимательными к подозрительным объектам, поведению людей вокруг и соблюдать меры безопасности в общественных местах, следить за своими вещами и не оставлять их без присмотра. В экстренных ситуациях нужно следовать инструкциям правоохранительных органов и не распространять информацию без проверки ее достоверности. Важно помнить, что бдительность и внимательность – это не паника, а ответственность перед собой и окружающими людьми.